немножко загрузился. Пробно 4 бревна так увезу. Ну, с десяток чурок. И еще второй рейс. Приеду еще. Камлевые возьму и там вершинку, может, еще. И все. Пока хватит. Не знаю, где лучше вот выехать. Здесь такое вот место. Место, скажу вам, не очень. Так, пилу пока оставляю. Попробую вон туда поехать. Съездил еще 3-й раз. Привез вот сани в корыте, там камлевые, и здесь 2 чурки. Вот, ну что сказать по корыту, корыто, которое я купил, S5, скажу вам, вот, 5 с плюсом. Потому что сейчас я на сучок залетел, сучок не пробил, а вот просто, как сказать, внутрь прогнулась, пришлось кулаком отбить, и все на место встало. Вот. Сани хорошие, не лопаются, крепкие. Так, насчет Альбатроса 8. Что я могу сказать? Первый раз так загружался
бывало и больше. Вот здесь 2 чурки, и там еще. Не чувствует. Я едет, и нагрузки не чувствуется. А на малых оборотах тыр-тыр-тыр едет ей. Можно загрузить 5 раз больше. Думаю, потащить легко. Главное, чтобы зацепление было. Или же, если на охоте вы добываете лося или кабана, легко можете вытащить. Полную тушу он потащит. В гору, да, понятное дело, может и не хватит. Просто зацепления не хватит. Он легкий. А чтобы вот по прямой груз до 300 килограмм легко. Вот. Сейчас я выгружаюсь, и надо подтянуть цепь. Смотрите. Цепь вообще болтается. Вот эту коробку мне придется снять. Всю коробку полностью. И одной гайкой все это подтянем. Но сперва я выгружусь, и альбатрос, наверное, вон куда-нибудь туда поставлю. Там уже буду подтягивать цепь. Насчет чемпиона. Чемпион хорошая пила. Только вот чехол, вот смотрите, для этого ухусварно неубываемого чемпиона просто все в хлам летит. Вот этот чехол шины. Ну, отдельно продают в магазинах, я видел. Придется купить. Вот. Ну, в остальном пока на этот час пока все нормально. Посмотрим, как дальше будет. Выгружаюсь. Вон там где-нибудь остановлю возле березы. И с цепью займемся. Вот и все. Все хорошо. Все, ребят. Подтянул. Все отлично. Провел такое маленькое, то все немножко подтянул. Сейчас хорошо. Почему-то растянулось даже очень сильно. Вот так.
Масло пока не течет, прокладку поменял на клапанной крышке. Все, как сказать, пока все нормально там. Уровень масла тоже хорошо. Ну, еще примерно сантиметра 2,5 запаса есть, можно подтягивать. Потом все, уже придется цепь менять. Вот одной гайкой все это дело делается. Четко придумано. Смотрите, какие высокие сухие деревья, елка. Жду не дождусь, когда они свалятся. И уже перетаскаю на избу. Здесь сколько дров. Мама не горюй. Тулан не знаю где. В общем, один направляюсь к реке на рыбалку. Надеюсь, догонит. Без лыж. Ну, сперва пробно, недалеко схожу. Смотрите, какие следы. Вот один, второй, как грибы. А это следы у зайца. 2 штуки тут прям здесь пробежали. Я на реке. Река вообще в ужасном состоянии. Просто в ужасном состоянии. Не знаю. Мама не говорю, вода пришла, во-первых. Во-вторых, местами уже лед такой черный. О, я хотел за речи еще съездить. Сейчас поедешь ты на. Течением идет вон оно. Фу, бля. Что-то не очень мне охота тут рыбачить. Наледь. О, бля. Так скользко. Мама, не горюй. Хоть пару лунок просверлю. Что за фигня? Смотри, вода какая. Черная. Ил, что ли, идет полным ходом.
где белый лед, там толстый, но и рисковать не стоит. В общем, начну рыбачить. Посмотрим. На третьей лунке поклевка. Но не крупный, наверное, какой-то. Хотел уже менять место, а вот подошла рыба. Дергает. Есть она. Такие удары. И такой гигант попал. Главное, схватил. Вон он, первый хариус. Показать бы вам как-то. Вот он. Хариуза. Иди гуляй, парень. Обнадеживает. Хоть рыбу увидел. Вон там два рябчика. Конечно, вам не показать так. Прям возле реки сидели. И до сих пор сидят там. Сейчас, может, взлетят, увидите. Вообще рядом уже. Под выстрел. О, взлетела. И на снег села она. А второй, вон, прям по снегу он бегает. Не знаю. Приблизить невозможно на экшн-камеру. Справа самочка, а слева самец. Вон по снегу ходят. Короче, вот здесь они и сидели, эти рябчики. Это 9-я лунка. Там еще 10-я. Проверю. Вообще все впустую. Вообще нету. Нет ни одной поклевки. За 10 из 10 лунок вот показал один малек. С чем это связано? Вон там тоже вода выходит, смотрите. Может, вода поднимается, из-за этого рыба не берет. Если она есть. Так, сейчас я где-нибудь на берег, мне надо добраться. И поднимусь на целый поворот по берегу, потому что здесь на повороте большое течение. И там, думаю, везде опасно. По берегу пройду, еще одно место проверю, где более-менее еще раньше ловилось. И пойду обратно на избу, что еще тут. Пока не клюет. Бесполезно. Бесполезно. Так. Где-то надо спуститься. Не поймешь. Прям слышно, как вода течет.
Так. Вот этот поворот еще хотелось бы проверить. Если тут нету ничего, сливай воду. Как вот только на лед попасть. Особо рисковать не хочется. Толку от этого риска просто я не вижу. Вообще не вижу. Ой. Вообще открыто, блин. Так. Вообще открыто. Так. Ну, отсюда, наверное, начну. Сперва до березы. Проверим. Там видно будет. Так, раз, два, три, четыре, пять. Вообще по нулям в этой лунке сразу в корягу зацепился. Ни хрена. Что-то вроде как течение большое, что-то мормышку уносит. Очень быстро и далеко. Думаю, пора уже остановиться. Бесполезно, бестолковое занятие, бля. Тут, короче, ребят, знаете что? Надеюсь, видно на камеру. Где-то лед сантиметров, ну, грубо говоря, 7-8. Потом где-то сантиметров 40 воды. И там еще вот второй слой. Вот видите? Там уже как бы настоящий лед. Это осенний лед. А вот здесь непонятно. Может 40 сантиметров это уже вода прибыла или что вот. Блин, ужасно. В общем, разрядился аккумулятор, как всегда. И что я хочу сказать. Я, в общем, ужаснулся от увиденного. Сейчас я измерю, сколько примерно воды. Так. Вот так вот. Ну вот. Видите? Выше сапога. Если вот этот лед под ногой сломается, просто я наберу воды. Но там уже осенний лед. Не, сегодня порыбачить, завтра нет. Потому что сегодня уж заморозков, думаю, не будет. Таких крепких. И вот этот верхний лед уже ослабит, там тоньше станет. И в любой момент можешь провалиться. Ну, не утонешь, но неприятно будет. Вообще поклевок нету. Еще 2 штуки тут проверю. Надоедает уже Олегу. Оттуда я уже перехожу вот на этот поворот. Там еще хотя бы 4 лунки просверлю. И все. Лед начал таять, между прочим. Везде промоины, вон, очередная промоина. Вот тут где-то тоже выходит вода. Он прям мягкий становится вот этот лед.
хрупкий. Течение тоже видно. Вон промоины. Вот это уже опасность. Вот это уже беды не избежать. Вон, видите, что творит. Тут тоже он тоненький, между прочим. Льдинка-то. Дойду, нет, потом. Там уже на берег буду подниматься. Иду. Жопу приключений ищу, блин. Вспотел от напряжения. Тут тоже чернота, там открыто. Здесь тоже опасность может быть. Там открыто. Тоже надо уже. Открыто тоже. Если здесь пройду, мы на большой земле. Тут все открыто. Не думайте, что вот лед такой. Ходить безопасно. Весенний лед — это не осенний лед. Надо быть начеку. Фу. Прямо. Все. Вот здесь поворот еще проверю. И шабаш. Да, и тут смотрю, вода какая-то ржавая она. Потом на берег как-то мне надо добраться. Буду возвращаться, ребят. Все. Вот здесь хорошо. Надеюсь. Вот здесь проверю. Вода, вода. Кругом вода. По берегу еще сейчас идти. Снег-то перестает держать. Ладно, просверлю еще тут. Пару лунок проверю и хватит. Ребят, кто-то есть. Не мелкий. Ух ты! Не может быть. Поймал рыбу, ребят. Вот это да. С уловом, ребят. На нижнюю губу как-то зацепил. Играючи. Вот это хороший хариус. Вообще не думал уже, что я сегодня кого-то поймаю. Еще один. Опа. Тоже хороший. Вот так вот. С одной лункой. Так, раз, два, три, 5, 6. Еще 6 лунок просверлил. Буду проверять. Фух. Здесь хоть лед хороший. Фух. Больше поклевок нет. Штаны падают. Тык.
Поклевка, ребят. Поклевочка. Ой, это малыш. Малышечный. Самый кончик. Губы взял. Опа. Мелкий. Нежданчик. Так, получается, на первой две. Там поклевка. Раз, два пустые. И здесь вот хоть кто-то появился. Не крупный. Возвратился. Ой. На старые лунки то же самое. В общем, там ни хрена. Еще просверлил. Раз, два, три, четыре. Вот эти еще проверю и пойду на избу. Все. Кончен бой. Надоело. Самые козырные места проверил. И 2 рыбы за полдня. Это ни о чем рыбалка. Но пожарим. Пожарим, скушаем. Будет вкусно. Так, ребята. Бесполезно. Короче, проверим, ни одной поклевки. Тишина. В общем, собираюсь. Тут больше делать нечего. Дальше не пойду. Вот это я хотел проверить, проверил. Опа. Ну вот и все. Весь улов. Весь улов, ребята. Кипяток просто попью. И на берег надо как-то добраться. Вот так, ребят, нам и дается рыба. Когда везет, когда нет. В эту зиму я прошлую рыбалку 4 штуки поймал. И сейчас вот 2. 6 штук за всю зиму. Но ничего. Чем богаты, тем и рады. Я хотел сегодня и завтра еще хотел рыбачить. Но завтра точно 100% не буду рыбачить. Хотел эти места проверить. Я проверил. В одном повороте у меня только 10 лунок. Например, наверное, лунок 25-30, наверное, просверлил сегодня. Где-то наверное, отсюда. Блять, что думаю воняет? Тут, короче, от бензопилы открутилась, вот где у меня масло заливают, цепь смазывать. Там у меня отработка. И вот этот, когда пилил, у меня эта пробка у меня открутилась. И вот сюда. Что, думаю, воняет? Вот отсюда и воняло. Короче, испортил я куртку. Домой заносить, наверное, и не стану. В коридоре где-нибудь я оставлю. Это долго будет вонять. Пришло время менять тоже, наверное, куртку. Вот. Сейчас я убираю удочку. И потихоньку пойдем домой. На избу. Бездельнику сегодня полдня. Прогул. Даже и не появлялся. Он у избы, наверное, где-то
сейчас спит. Он ждет меня. Он не догадался, куда я ушел. Вот и там, наверное, ждет. В общем, увидим, что он там делает. Все, пойдем, хватит на рыбалку. Спасибо, река. Потом уже будем рыбачить по открытой воде. А зимнюю-весеннюю рыбалку на этой реке я закрыл на удочку 100%. Сейчас пойду домой. Течением. Блядь, не люблю вот такое. Вроде там уже берег. Опа. Все. Лучше лишний раз проверить. Так. Наст тает. Где-то сантиметров 10 растаяло уже. Опа. Фу. Ну вот. Все хорошо. Вот так выглядит место рыбалки с берега. Все. Идем. Вроде снег держит. Отлично.